практически нас уже давно засыпало. Поэтому для вас мы попрощаемся с летом вместе с вами. Антонио Вивальди, сейчас вы послушаете «Лето» из цикла «Времена года. Гроза». Хотел бы спросить у вас, кто помнит первое выступление в ансамбле скрипачей высшей школы музыки тогда? Это было 28 лет назад. А? Поднимите руки. Кто нас слышал? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это было 28 лет назад, когда они были такие. Третий год открытия высшей школы музыки. И мой друг, здесь преподаватель Хамид Джея Мухамедов, в Институте культуры преподавал и организовал фестиваль «Звезды Байкала». Да. И вот мы приехали, и такие были отзывы в газетах, и такие были подарки для нашего президента, Епинского, который открыл нашу школу. И мы играли, у нас было 3 лауреата в сольном исполнении, вот такие маленькие детишки. И председатель жюри был тогда народный артист СССР Эдуард Давидович Грач, дружбу с которым мы продолжаем до сих пор. Вот. И на заключительном концерте мы сыграли с вашим ансамблем скрипачей Института культуры один номер «Бомб».
непрерывное движение, я как помню. И это было и отсюда, и пошли наши дальнейшие поездки, гастроли, мастер-классы в зарубежных странах. И второй раз мы были у вас, кто помнит, мы давали концерт в отреставрированном вашем оперном театре. Сольный концерт давали. Не помните? Помните, да? И я помню, мы с директором театра тоже настраивали так звук. Что-то тихо звучит, надо подзвучку сделать нашего ансамбля. Все-таки зал большой. Я говорю, не надо. Чем тише они будут играть, тем зритель будет внимательнее и тише слушать. И вы знаете, и действительно был полный аншлаг, и это было обворожительно, когда немного шума, очень проникновенное звучание, конечно. Ну вот сейчас мы вам приехали уже 4-й раз, мы тоже еще один раз будем на фестивале. Ну и будем надеяться, что продолжать будем, конечно, нашу дружбу. Я помню, после первого нашего выступления к нам в Якутск переехала семья Церемпиловых. Она скрипачка, мама, муж у нее зубной врач, и они привезли двоих детишек. Церемпилова Катя у меня в классе училась, сейчас они за границей уже работают, там лауреатами стали конкурсов. И, ну, родители переехали в Москву, а девочки поехали дальше учиться и работать там. Вот такая нас связывает дружба. Ну, а сейчас вы послушайте произведение немецкого композитора Ганниса Брамса. У него целый набор венгерских танцев, хоть он сам немец, изумительные у него венгерские танцы, которые у многих на мобильном телефоне. Сейчас вы послушаете венгерский танец номер 1.
Дайте мне, пожалуйста. Вчера в отпуске я не мог остановить зрителей, честно говорю, от оваций. Поэтому веселее. Видите, как они вам отдают свою энергетику? Активность, артистизм, изысканность, эмоциональность. Сейчас вы послушайте произведение одного из ведущих композиторов западноевропейского романтизма, который жил и творил 200 лет назад. Это польский композитор Фредерик Шопен. Ну, честно скажу, мое мнение, ну уж очень красивый ноктюрн Шопена. Пожалуйста.
провинции Наварра, Хота Наварра. Пабло Сарасате, испанский скрипач, выдающийся скрипач и композитор. Пожалуйста. Цирюльник Хюбера. Это такое нарицательное имя в свое время
где-то в пределах 300 лет назад. Это Пьер Бомарше написал 3 пьесы про цирюльника Фигара. Ну, это Фигара, это как пройдоха Плут, был такая личность. И вот это сюжет этих пьес очень интересовал. Все его 3 пьесы были написаны музыкальные произведения. И вот одно из произведений написал Вольфганг Амадей Моцарт. Это, пожалуй, самый гениальный композитор-классик в свое время считается. Все его произведения гениальные просто. И хотя он жил всего 35 лет, он столько сочинил, что эти произведения играет, и мы играем, еще будут играть очень долго. И вот он написал оперу «Свадьба Фигара». И сейчас вы услышите специально аранжированную для нашего ансамбля увертюру из этой оперы «Свадьба Фигара». Пожалуйста.
всяких разных жанров. А сейчас вы слышите произведения выдающегося русского пианиста, композитора, которого до сих пор считают самым русским пианистом и композитором прошлого века, Сергей Рахманинов. В этом году весь мир отмечает его 150-летний юбилей со дня рождения. И хотя он долгое время жил в Америке, тем не менее он посвятил России все свое творчество. И сейчас вы услышите одно из произведений, которое он сочинил для скрипки. Для скрипки с фортепиано. И сейчас вы услышите это в исполнении всего ансамбля. Сергей Рахманинов, «Венгерский танец». Спасибо большое. Экскурсия наша по европейским странам продолжается. Сейчас мы перенесемся в Румынию. Румыния, скрипка для Румынии – это, можно сказать, национальный инструмент. Они с ней рождаются, очень много популярных исполнителей, композиторов, оригинальный совершенно жанр. И вот мы послушали произведение, которое исполняет ансамбль румынских скрипачей, произведение
Саша Денику, называется хора стаккато. Это значит, они хором исполняют самый сложный скрипичный штрих, летучая стаккато. И решили, ну мы, наверное, не хуже, и вот ввели эту небольшую миниатюру в наш репертуар. Пожалуйста, послушайте. Хора стаккато, Григораж Денику. Ну, естественно, раз мы уже 6 раз гастролировали по Соединенным Штатам Америки, объехали больше половины 50 штатов Америки, начиная с востока и до запада и обратно, участвовали во Всемирной конференции мира, Ротари клуб такой известный, где мы и открывали эту конференцию мира, и давали сольные концерты, и давали концерты и в школах, и в больницах, и в гимназиях, и в общем, где только в церкви. Ну и вот это все многообразие. Ну, естественно, мы, раз едем в Америку, мы подготовили произведения американских композиторов. Сейчас вы слышите одно из них, одно очень интересное. Это мюзикл из мюзикла «Фантазия» на тему мюзикла Фредерика Лоу «Моя прекрасная леди». Этот был кинофильм такой лет 30-40 назад, прекрасный фильм, построенный на его мелодиях. Сейчас вы услышите фантазию на тему Фредерика Лоу «Моя прекрасная леди».
И минут через 15 мы ждем на втором отделении. А? У нас 200. Иди, догоняй.
Михаила Ильича Чайковского. Вы знаете, он написал очень много стихов, его инструментальных сочинений и 3 балета. «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая красавица». Да, 3 балета. Вот сейчас вы слышали все 3 балета, 3 в одном. Это фантазия на темы 3 балетов Петра Ильича Чайковского, которое написал наш аранжировщик Валерий Ермошкин.
Спасибо большое. Вы достаточно послушали ансамблевое исполнение, а сейчас вы услышите каждую артистку ансамбля в сольном исполнении. Вы сейчас услышите вариации на тему Никколо Паганини. Вы знаете, это был скрипач, который жил 300 лет назад. Он, наверное, самый гениальный из всей истории скрипки. Никколо Паганини, итальянский скрипач. И он написал «Венецианский карнавал». Мы были в Венеции, прочувствовали Венецию. Правда, карнавал в это время не проходил, но тем не менее они знают, что исполняют. А сейчас вы услышите тему венецианского карнавала. Потом свою вариацию исполнит каждая солистка нашего ансамбля. Пожалуйста. Айсулу Туркибаева. Сандара Семенова. Анастасия Васильева. Алина Ефремова. Дарья Шакурдина. Ксения Михайлова. Инна Синякова. Софья Деребян.
Нинель Петрушина. Ефросинья Ефимова. Она не солировала сейчас в этом произведении, но она всем помогала. Это наша вместе. Имри Кальман. Это имя очень хорошо известно, особенно среднему, старшему поколению. Это восход, как говорится, расцвет венской оперетты начала 20 века. Прекраснейшего оперетты у него. Принцесса цирка, Баядера, Сильва. Очень много оперет можно перечислять. И вы сейчас их все услышите. Опять-таки, фантазия, которую мы назвали Кальмаяна. Лучшие темы из лучших оперет Имри Кальмана, пожалуйста.
итальянский скрипач, современник Никколо Паганини. Младший его был, его очень ценил Паганини. Он был композитором, но его композиторские успехи затмевали его скрипичное исполнительство. И вот можно сказать, что самым популярным его произведением до сих пор считается небольшая миниатюра, ну, относительно небольшая миниатюра, виртуозная миниатюра под названием «Танец эльфов». Так, если в переводе на русский язык, это хоровод духов. Пожалуйста, послушайте.
музыкального фестиваля «Махтал» является популяризация якутской музыки. У нас союз композиторов, достаточное количество композиторов в нашем репертуаре, достаточное количество, я не сказал бы, что очень много, но мы стараемся популяризировать нашу якутскую музыку. И сейчас вы услышите одно произведение нашего мелодиста, популярного в Якутии композитор, мелодист Аркадий Алексеев. Он специально для нас нам подарил композицию «Осенние облака». Пожалуйста.
еще якутскую тематику. Сейчас послушайте не менее популярное произведение из нашего репертуара. Произведение называется «Якутский обрядовый танец» композитора Кирилла Герасимова. Произведение не якутского композитора, но он более 10 лет, в конце прошлого века, работал в Якутске. Он сам композитор, пианист, сейчас очень популярный в Москве композитор и эстрадный, и джазовый, Сергей Реневич. И вот среди его большого репертуара мне очень понравилось произведение «Полевые цветы». Это, как он объяснил, это воспоминание его о Якутии. Вы сейчас услышите это произведение «Полевые цветы». Солирует Дарья Шахурдина и Ефросинья Ефимова.
фотографию с Якутии в Уругвай. Это у нас очень часто я как-то прикинул, сколько мы вот объездили земной шар. Сколько это было сложно посчитать, но пару раз до Луны и обратно мы точно пролетали все континенты, все страны. Надеемся, все еще будет нормально, хорошо. И с ними и с вами еще не раз встретимся. Мы выступали тогда в Уругвае, специально подготовили произведение ихнего как бы национального героя Герарда Родригеса. Это композитор в юном возрасте, ему было, по-моему, 19 лет, сочинил это произведение. Еще от него больше уже было ничего не надо, это стало просто символом Уругвая. И сейчас вы это произведение услышите, оно довольно у всех на слуху, «Компарсита». танго любви «Либертанго». Выдающийся аргентинский композитор 20 века, который сейчас в репертуаре, можно сказать, всех ансамблей, всех оркестров и профессиональных, и учебных Астор Пьяццола. А у нас в его репертуаре более 10 его произведений. И когда мы первый раз выступали в Аргентине, было очень ответственно, волнительно, как аргентинский зритель воспримет нашу интерпретацию их как бы национального героя. Но когда зал вставал после каждого его произведения и в течение 2 минут стоя аплодировали, мы поняли, что мы на правильном пути. И сейчас вы услышите одно завершение нашего концерта из произведения его «Либертанго». Пожалуйста.
мы не можем остаться равнодушными. Послушайте еще одно произведение, которое представлять не надо. Хорошо? Хорошо, пожалуйста. Я хочу еще раз представить руководителя художественного нашего коллектива Ларису Габышеву. Она в зале, с официального лица видно, я вижу. Так что ее тоже хороший представитель. Очень приятно, что у нас на концерте министр культуры нашей республики. Спасибо вам очень большое, и мы будем рады видеть вас завтра на концерте симфонического оркестра Высшей школы музыки. У них тоже очень интересная программа. Пожалуйста.
Всего доброго.
Уральской композиторской школы. Республики Бурятия, Уруй, Айкал, Уруй, Айкал, Уруй, Айкал, Айкал, Айкал. Так, отсюда или тебе удобнее? Республики Бурятия.